Так, слово для выступления предоставляется постоянному представителю Министерства юстиции в Конституционном суде Джаркымбаеву Аязбеку Долузбековичу. А выступающих я прошу выступать, у вас всех письменные позиции есть, да? По существу вопроса именно важные моменты отметить, те, которые вы считаете нужным в данном случае. Это не я не пытаюсь ограничить ваше выступление, я прошу просто чтобы ваши выступления были содержательны и, так сказать, непосредственно казались предметом нашего рассмотрения. Уважаемый суд, уважаемый господин председатель, участники процесса, разрешите вам немножко пояснить некоторые моменты нашей позиции, она уже у вас есть. В целом, по итогам анализа Министерство юстиции пришло к выводу, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, обеспечивают баланс между правами потерпевших и интересами правосудия, соответствует принципам правовой определенности, равенства и верховенства права. Не умаляет права потерпевших, так как возможность возмещения ущерба сохраняется в рамках действующего законодательства. Прекращение дела, как институт уголовного процесса, как права и природа, является процессуальным механизмом, направленным на обеспечение правовой определенности, ограничение уголовного преследования во времени в соответствии с принципом гуманизма, балансирование интересов общества, государств, участников процесса. Этот институт основывается на предположении, что с течением времени общественная опасность преступления лица и его совершившего снижается, что делает нецелесообразным дальнейшее уголовное преследование. И отмена части 3.1 статьи 26 это является реализацией законодательной дискреции, то есть ранее она устанавливала запрет на прекращение уголовного дела за истечением срока давности, если не возмещен материальный ущерб. Отмена этой нормы мы точно сейчас не можем найти, на основании чего это было, кто был инициатором, но, на наш взгляд, отмена этой нормы была обусловлена необходимостью упрощения уголовно-процессуальной процедуры, устранения избыточных ограничений, препятствующих эффективному завершению дел, приведение законодательства в соответствии с общими принципами правовой определенности. Законодатель обладает дискреционными полномочиями, вправе определять условия прекращения уголовных дел при условии соблюдения конституционной гарантии. Отмена части 3.1 статьи 26 не исключала право потерпевшего на возмещение ущерба, так как это право регулируется другими нормами законодательства. И природа сохранения, при этом сохраняется обязанность возмещения ущерба, как уже об этом не раз говорилось, согласно статье 99 Уголовного кодекса в редакции 2 февраля 2017 года и статьям 58-71 действующего Уголовного кодекса, обязанность возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда сохраняется независимо от освобождения лица от уголовной ответственности, включая случаи прекращения дела за истечением срока давности. Это обеспечит реализацию прав потерпевших в рамках гражданского, административного или уголовного судопроизводства. Таким образом, отмена части 3.1 статьи 26 не лишала потерпевших права на компенсацию, а лишь изменяла процессуальный механизм, связанный с прекращением уголовного дела. По праву потерпевшего на возмещение материального ущерба в части законодательного регулирования возмещения ущерба, материальный ущерб, согласно Уголовному кодексу Крымской Республики, включает утрату или повреждение имущества, необходимость понесения расходов или упущенную выгоду. Статьи 58-71 прямо указывают, что возмещение ущерба является обязательным, независимо от исхода уголовного дела. Кроме того, Гражданский кодекс КР статьи 14-15-999 предоставляет потерпевшим право требовать возмещения ущерба в гражданском судопроизводстве, даже если уголовное дело прекращено. Это обеспечит непрерывную защиту прав потерпевшего вне зависимости от процессуального статуса дела. Процессуальные гарантии для потерпевшего. Уголовный процессуальный кодекс предусматривает следующие механизмы защиты прав потерпевшего. Возможность обжалования процессуальных решений, включая постановление о прекращении дела. Статья 401 УПК КР. Этот механизм гарантирует, что права потерпевшего на возмещение ущерба не зависят от факта прекращения уголовного дела. Баланс прав сторон. Прекращение уголовного дела за истечением срока давности не освобождает обвиняемого от гражданской правовой ответственности. Это обеспечит соблюдение принципа равенства сторон, так как потерпевший сохранит возможность защиты своих прав в гражданском судопроизводстве. По поводу юридической неопределенности периода 2021-2024 годов, заявитель утверждает, что отмена части 3.1 статьи 26 создала юридическую неопределенность с периода с 10 марта 2021 года по 16 февраля 2024 года, что нарушило права потерпевших.
Однако, согласно части 1 статьи 3 УПК, уголовное судопроизводство осуществляется на основе закона, действующего на момент совершения процессуального действия. Отмена части 3.1 статьи 26 была актом законодательной воли, направленной на упрощение процедур. В этот период право потерпевшего на возмещение ущерба сохранялось через нормы Уголовного кодекса и Гражданского кодекса, что исключает юридическую неопределенность. Восстановление нормы в 2024 году, то есть отсутствие обратной силы этого закона соответствует части 2 статьи 3 УПК, которая исключает обратную силу норм, вводящих новые обязанности или ограничивающих права участников процесса, поскольку в данном случае обременяются права со стороны обвинения, которые связываются с возмещением ущерба, возможность прекращения его дела. Таким образом, временной провал, на наш взгляд, не создал правового вакуума, так как права потерпевших на возмещение ущерба обеспечили действующим законодательством. И по поводу нарушения принципа равенства перед законом, часть 2 статьи 24 Конституции гарантирует равенство всех перед законом и судом. Заявитель считает, что отмена части 3.1 статьи 26 ставит потерпевших в неравное положение по сравнению с обвиняемыми. Однако нормы УК также обеспечивают равные возможности для защиты прав потерпевших через гражданское судопроизводство. Судебная практика и правоприменение. Заявитель указывает на систематическое игнорирование судами указаний вышестоящих инстанций и решений Конституционной палаты. Однако, согласно решению Конституционной палаты, вопросы правоприменения не входят в компетенцию Конституционного контроля, поэтому проблемы судебной практики подлежат разрешению через ведомственный механизм или надзорную процедуру, а не путем признания нормы неконституционными. Ну и в целом, заключение, оспариваемая норма не нарушает Конституцию Кыргызской Республики, не создает юридической неопределенности, соответствует международным стандартам прав человека, представляет собой реализацию законодательной дискреции, направленной на упрощение уголовно-процессуальных процедур, не умаляет прав потерпевших, а обеспечит баланс между интересом правосудия и индивидуальными правами. В целом, у меня все. Спасибо.